это финансирование. Если писатель может довольствоваться просто бумагой и ручкой, ноутбуком, да, а художник красками, а композитор нотным листом, то для того, чтобы произошел фильм, нужно финансирование. Без этого ничего не происходит. Был проект, да, я несколько лет назад его написал, Петров и Ласточкин 20 лет спустя, там много чего происходит и с их детьми, и с ними, но пока он лежит, не вижу, чтобы кто-то бежал с деньгами, чтобы это все дело поставить на ноги. Но зато у меня выходит новая картина, и я вас всех приглашаю. Она называется «Война принцессы». Принцесса с большой буквы, потому что это кличка, это имя девочки. И 30 сентября будет премьера в кинотеатре «Художественный», и она выходит в прокат. Хотя это подростковая картина, я имею в виду, там все герои подростки, но она резко отличается от любимого вами Петрова Ласточкина тем, что это совсем другой жанр. Если Петров и Ласточкин это была комедия, да, мюзикл, то «Война принцессы» это драма, и очень жесткая драма, это скорее такая вариация на тему Ромео и Джульетты. Ромео и Джульетта, как вы понимаете, это тоже трагедия, да, совсем не веселая история. Точно так же «Война принцессы», там речь идет о двух подростковых бандах, кавказский мальчик, русская девочка, но мне кажется, она безумно важна сейчас, такая картина, потому что эта тема крайне острая, и этот фильм родился просто потому, что я не мог не отозваться, не мог молчать по этому поводу. Мне, повторяю, кажется, что это очень важно сейчас говорить об этом. И я надеюсь, что фильм пойдет, его увидят и услышат. Есть сайт, где можно посмотреть всю информацию, Princess War по-английски, «Война принцессы», princesswar.ru. Так что смотрите, там есть трейлер. Если вас это заинтересует, заходите на Кинопоиск и оставьте там свою оценку, потому что это, оказывается, важно очень для прокатчиков. Кинопоиск.ру.